себя с другими, найдите свое «зато». С 26 по 28 октября в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы в рамках форума «Новые горизонты» прошел цикл лекций и мастер-классов ведущих экспертов в различных областях знаний. Будущим педагогам рассказали о секретах ведения интеллигентного спора, мотивации, преодоления страха публичных выступлений, а также о том, как распознать фейк, как развить в себе креативность и о многом другом. Я рассказывал про то, как использовать инструмент, то есть игру, для того, чтобы обучение возвести в степень и сделать его увлекательным. Однажды Росатом с помощью нашей игры обучал первых лиц государств принципам атомной энергетики. Зависит от того, что мы хотим донести. А геймификация — это применение игровых технологий, игровых механик в неигровых ситуациях. Для студентов, будущих педагогов, это критически важное знание, потому что весь мир сейчас сходится к тому, что в 2030 году начнется эпоха тотальной игры. И все, что будет происходить, будет так или иначе игрой. И если мы будем продолжать учить условно из-под палки по средневековым методам, то мы перестанем получать результаты. А когда мы будем вовлекать в игру тех, кого учим, то тогда они будут получать свои единицы знаний, знаниевые, деятельностные и антропологические, через игру, что на самом деле это очень уютный такой процесс, мы же с детства играем. Мое выступление непосредственно не лекция, потому что это беседа, это общение с аудиторией про лидерство, но не с точки зрения успешного успеха, как это сейчас модно об этом говорить со всех экранов и устройств, а именно о лидерстве персональном. То, что личная ответственность, открытость, осознанность позволяют очень много изменить в мире. Когда ты начинаешь изменения с себя, то мир меняется вокруг. Здесь в большей степени речь идет про мягкие навыки, про коммуникацию, про умение выстроить взаимодействие, взаимоотношения с классом или с аудиторией. И это уже такими первыми ступеньками, первыми мостиками является для выстраивания именно открытого диалога. И вот эти навыки помогают как раз в том числе и будущим педагогам. Я рассказываю о конфликтах, о том, как получать при выходе из конфликта нужную для себя позицию, о том, как чувствовать себя уверенно, о том, как разрешать конфликты. Пытаюсь донести до наших студентов мысль о том, что конфликт — это не страшно. Я думаю, что у учителей это как раз огромное поле для возникновения конфликтов и с педагогами, с коллегами, и с учениками, потому что учитель и ученик — это всегда большая разница в возрасте, а, соответственно, разница в мировосприятии. Это и конфликты с родителями учеников. Поэтому тут бесконечное множество поводов для того, чтобы попасть в конфликтную ситуацию. Не бывает такого, чтобы прожить жизнь без конфликтов. И у учителей должен быть обязательно навык разруливать, скажем так, конфликты. Я сегодня буду рассказывать студентам о личном бренде учителя, потому что знаю об этом не понаслышке, так как работали с классом с моим над этим с нуля, не ожидали, но все вылилось в то, что есть, в огромный блог с детьми общей численностью 2 миллиона подписчиков. Ну, личный бренд, как ни крути, сейчас все люди и в медиапространстве, и в офлайне, поэтому, естественно, лично мое мнение, если учитель прокачивает себя еще каким-то образом в медиапространстве, учится себя позиционировать правильно, то, естественно, к нему и лояльность больше не только его какой-то аудитории, в соцсетях, но и аудитории, которую он обучает в офлайне. Сейчас пока еще не провел ни одной лекции здесь, но тем не менее я уже в предвкушении вижу, что студенты очень заряженные, очень активные. Поразила сама организация всего от, не знаю, всевозможных мелочей и деталей до, в принципе, спикеров, которых позвали и собрали на одном мероприятии. Поэтому желаю всем студентам получить ту массу нужной информации и, главное, обязательно потом применить ее на практике.